Мы продолжаем в эфире «Новый день». И год консолидации в республике ознаменован еще одним знаковым событием. С большим размахом прошел 22-й республиканский турнир «Хангалас-Хапсагая». И сегодня об итогах этого турнира мы говорим с нашими гостями. Я рада представить вам председателя районного совета депутатов Анатолия Петровича Антонова, Гаврил Юрьевич Алексеев, глава Хангаласского района, и Олег Валерьевич Иринеев, глава 2-го Малежагарского наслега. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Ну, известно, что данный турнир – это ежегодное, самое ожидаемое событие. Да? В этом году он прошел 22-м по счету уже. Да? И чем он отличился от предыдущих? 22-й турнир у нас, его отличие было в том, что у нас второй год как у нас в районе создана Федерация борьбы Хапсагай Хангаласского улуса. И в этом году он прошел именно знаково то, что под эгидой Федерации борьбы Хапсагай Хангаласского улуса, который у нас возглавляет наш меценат, генеральный директор производственной компании «Анхаза Групп» Нестеров Вячеслав Анатольевич. И в этом году у нас отличительная особенность, что было очень много участников, 24 команды, представляющие все улусы и города нашей республики. Было 273 участника. И у нас главным судьей соревнований был Владимиров Сергей Семенович. И под непосредственным руководством исполнительного председателя Федерации борьбы Хапсагай Республики Саха-Якутия, при его непосредственном участии Мастахова Алексея Егоровича, заместителя председателя Федерации борьбы Хапсагай Республики Саха-Якутия Рахлеева Прокопия Дмитриевича, которые непосредственно с самого начала и до конца соревнований были. Ну и еще отличительная особенность, что это у нас прошло именно под таким знаком консолидации муниципальных образований нашего улуса, предпринимателей, депутатов районного совета и очень хороший призовой фонд. Но я думаю, по призовому фонду сейчас дополнит мой коллега. Было бы очень интересно узнать, какие призы были вручены. Как говорил Гаврил Юрьевич, да, мы вот в этом году впервые все объединились. И вот на главные призы выставили 14 ружей МР-155. Значит, это 11 ружей чемпионам и 3 спецприза получается. Также меценат турнира, генеральный директор НХЗ группы Нестеров Вячеслав Анатольевич выставил сертификат на сумму 150 тысяч рублей на приобретение борцовского кобра, который выиграли мы. Это администрация Малежагарского 2-го наслега. Здорово. Поздравляем. Ну а что касается судейской коллегии, кто вошел в состав жюри? Ну, судей, да. Состав жюри, главным судьей был Владимир Сергей Семенович. Ну и вот дополнение тому, что сказал сейчас Олег Валерьевич, у нас в этом году абсолютно победителем турнира стал представитель Верхнеуральского улуса Семен Егоров. Он и получил главный приз, это 100 тысяч рублей, и помимо этого символ наших соревнований – это шкуру рыси. Да, очень хорошая. Ну и сейчас команда наших абсолютистов через неделю собирается с ответным визитом в Верхнеуральский улус для участия тоже также в соревнованиях. Да. Это получается как раз в рамках года консолидации у нас обмен опытом борьбы различных школ. Скажите, пожалуйста, а какие планы в год консолидации у вас, как у председателя районного совета депутатов? Да, вот буквально вчера у нас в Покровске, в районном совете, прошло первое учредительное собрание представительных органов муниципального района Хангаласский улус, где приехали практически все с наших, с 18 наслегов, председатели советов наследных депутатов, и решили, учредили новую общественную организацию, это Совет представительных органов Хангаласского улуса. У нас в общем в наслегах 166 депутатов, в районном совете 25 депутатов. И вот мы все, объединившись, решили сотрудничать, взаимодействовать, чтобы решать совместно вопросы и наследные, и районного масштаба. Вот в планах у нас проводить кустовые семинары. У нас сейчас законы меняются, не стоим на месте, чтобы обучать наших коллег, депутатов с наслегов. Также совместные конференции проводить и вместе работать во благо нашего улуса.
Что ж, огромное спасибо, уважаемые гости, что приняли участие в нашем эфире. Мы желаем вам, несомненно, плодотворной работы и удачного дня. Спасибо. Спасибо вам большое. И мы